Во Владикавказе прошел урок Победы. Масштабная акция для детей всей страны организована в России впервые. Параллельно в ней приняли участие 457 субъектов. На патриотический урок в столицу республики пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и юных армейцев. Все вместе они посмотрели короткометражный фильм «До и после». Лента Суслана Макиева о том, как люди узнали, что началась война, до глубины души тронула всех зрителей. Для нас в Северной Осетии слова «Великая Отечественная война», слова «Великая Победа» – это очень близкие понятия, поскольку республика послала на фронт более 90 тысяч своих сынов и дочерей, из которых 46 тысяч не вернулись домой. Слава героев будет жить, пока жива память о них. Сейчас дети с самого юного возраста интересуются историей своей страны. Один из гостей урока Победы – юное дарование, 10-летний Артемий Меликов. Он серьезно изучает историю Осетии и России. Мальчик написал работу о 3 великих героях Советского Союза – Хитагуровой, Плиеве и Мамсурове. Я писала работу на эту тему, изучила жизнь этих прославленных генералов-земляков, нарисовал картины на их тему. И занял здесь первое место на республиканском конкурсе «Ступень в науку» и поехал в Москву на всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ в Дом прав делами президента в Москву. И единогласное решение всех экспертного совета я был награжден высшим знаком этого конкурса «Национальное достояние России». Этим уроком не ограничивается работа Министерства образования республики по подготовке к юбилею Победы. Ведомство проведет более 65 мероприятий военно-патриотической направленности. Впереди Зорница, Победа и Орленок. Дзраса Багаева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.